Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Задай подкаст. Сегодня у нас интересные гости. Вадим Лупырев — это тренер Дартима по ударной технике. И Ирмахан — это боец команды Дартим. Всем привет. Здравствуйте. Всем ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Я думаю, что надо рассказать пару слов, почему сегодня мы здесь собрались. Просто мы хотим вас познакомить с нашими зрителями, потому что вот ты часто остаешься за кадром, хотя вот недавно мы о тебе рассказывали, когда Шавкат проводил свой бой с Джеффом Нилом, ты ездил его секундировать. Вот, а Ермахан — это, во-первых, и боец, а во-вторых, еще и человек, который освещает деятельность вообще команды Дартим, ты их СММщик. Да. Да. Давай, Вадим, с тебя начнем. Скажи, почему в этот раз не поехал секундировать Шавката, ждали тебя в углу? Потому что в прошлый раз с Джеффом Нилом, да, все получилось интересно. Нет, я же был с Асу Мабаевым. Ты с Асу был, Да, да. я был с Асу. А Асу был с Шавхатом, секундировал его. Да. Ну, директор захотел поехать и посмотреть эту обстановку. И у него все хорошо получилось. И как секундант он хорошо работал, и хорошо поддерживал Шавхата в тренировочном процессе. Так что и с нами он советовался, что лучше, что не лучше. Ну, со всем тренерским составом. Следующий бой Асу с Вергарой едешь ты угловым или пока неизвестно? Пока неизвестно, 50/50 сказали, да. А как тебе вообще вот этот экспириенс UFC? Все-таки такая огромная лига, самая считается сильная и конкурентная в мире. Вообще такой бренд единоборств номер один. Вот попасть туда как секундант. Ну, сразу чувствуется уровень, да, высокий. Понравилось. Ну, чувствовал себя все равно как рыба в воде. Свое уже давно в единоборствах, изучая соперников, наших бойцов, уже более-менее понимаю, что нужно нашим бойцам, над чем работать. И думаю, ну, вижу бой и знаю, что сказать бойцам. Думаю, если я секундирую, думаю, это хороший выбор бойца, того, кто хочет, чтобы я был в углу как тренер-секундант. Ермахан, слушай, вот сейчас есть уже такие значительные успехи Дартима в UFC. Вот у Шавката несколько боев. У Асу будет второй бой. Ты не пытался себе выбить какую-то командировку в Америку и сказать, типа, я все хорошо сниму, сделаю классный влог про ребят? Ну, вот после чемпионата мира, вот когда я занял второе место, у меня после этого тренировки начались более усиленно тренироваться, и спарринг-партнером в основном у меня сейчас Асу Алмабаев. Вот моментами были разговоры насчет того, что было бы круто, если бы забрали кого-то его весовой категории. Потому что в зале Kill Cliff там, походу, в основном бойцы свыше 66 килограммов. И там примерный был выбор, типа Булата Заманбекова хотели, Хазбека Сагана и меня, но на данный момент просто у нас сейчас с визой проблемы, у нас пока их нет. Но были такие моменты, да, разговоры с тренерами. Вадим, а ты когда успел визу получить? Я ездил на чемпионат мира в Мексику, и перелет был через Нью-Йорк, мы и там чуть побывали. Нужна была виза американская, и, как сказать, повезло. Слава богу, получилось получить визу в 2018 году, когда вылетали на чемпионат мира по Муай-Тай. На 10 лет? Да, на 10 лет. Круто, круто. А ты ездил как участник или как тренер? Да, как участник. И какие успехи, кстати? Бронзовый призер чемпионата мира. Мог стать чемпионом мира, там просто, так сказать, не справился со своими эмоциями. Соперник оказался такой немножко грязный боец, коварный. Много на мне виз, и меня как-то это сильно разозлило. И у нас, в лежачем положении бить нельзя, но он слишком часто вис на мне и не отпускал. И когда я его бросил, он также опять держал меня за голову, и я что-то от злости ударил его, пока он лежал, и сняли балл, и из этого не получилось пройти финал. А ты сейчас уже с выступлениями завязал, да? Ну, перерыв взял, потому что у меня травма колена серьезная. Там связку порвал и мениски. Потихоньку восстанавливаюсь. Но хочу еще хотя бы 2-3 пробоя провести. Как бы профкарьера у меня по нолям. Имеется в виду без проигрышев. 6 побед. Из них 4 досрочных. Это именно в кике, да? К1 Муай-Тай. А вот когда с ребятами сейчас, тренируешь ребят, не думал, что можно и в ММА перейти просто там? Да, пробую. Сейчас нет, борюсь. Сейчас работа над этим идет. Ермахан боролся с Вадимом? Нет, но вчера был такой случай.
через Оразагай к нам пришел один спортсмен из Нигерии. Хотел с нами потренироваться, пришел к нам в команду, провел тренировку. Вот именно с ним тренировался вот Вадим Агаев вчера. Да, больше Отработки делал, тренировал. ногами попинались чуть-чуть. Но видно, что еще порох есть у тренера. Мне всегда интересно, ты из тайского бокса же, да, выходец? Да, мой тай. Я понимаю, вот, ну, тайцы хорошо себя чувствуют в борьбе в стойке, потому что, ну, там и баланс чувствуют, и, в принципе, с клинча могут переводить. Но вот история с тем, что у тебя бойцы ММА, и очень важные там проходы в ноги. Как ты смог, не знаю, переформатироваться, и как ты смог переформатировать знания, которые ты даешь ребятам, под то, что могут тебе проходить в ноги? Все равно, ну, тайский бокс — это не ММА. Ну да, над этим работаю сам, если для себя, чтобы, да, была защита от проходов ноги. И пацанов, учеников легко под это настроить, то если ударный боец, там 2-3 тренировки нужно будет просто для защиты. Ну, конечно, это надо будет практиковать. Самое главное, чтобы они чувствовали, даже если уже проход ноги им прошел, чтобы они не терялись там, не волновались, а могли спокойно, так сказать, вылезти. Наоборот, даже загрузить соперника, тот, кто проходит ему в ноги. А как ты попал в Дартим? Азиз позвонил мне, пригласил, говорит, есть ли желание поработать с нами, что им нужен тренер по ударной технике муай-тай, именно клинч подтянуть надо бойцам. Я посмотрел, мне очень понравилась обстановка, понравились принципы команды. И с удовольствием пришел. Чем можем, теперь помогаем. Растем дальше вместе. Кто лучший тайский боксер в команде? Именно тайский бокс. Ну, Мори раньше был, вот у него хорошо получалось. Айдын такой немножко деревянный, но есть у него такая тайская манера, мне по взгляду. Шахат отлично чувствует локти, колени, молодец, хорошо клинчует, мне это очень понравилось. Вот, кстати, от Шавката же мало локтей, я вот просто пытаюсь припомнить. Ну вот с Джефф Нилом он именно много хорошо кидал, и локти, колени. Да, в этом бою прям локтей Там очень много хорошо было, именно колено клинч у тоже. него был. Именно клинч там ему большой урон он нанес Нил за счет клинча. Я просто вот по последнему даже с Томпсоном бою думаю, что он Томпсона локтями в партере практически не бил, наоборот, бил больше кулаками. Да. Ну, там такие позиции были неудобные для локтей. Там больше было удобно бить с кулака. И кто у нас еще там? Тай-боксер хороший. Мне нравится Тимур Акула, он быстро схватывает. Ему нравится, он учится, ему говоришь, там, вот это поделай, вот так сделай, он ухватывает, экспериментирует, и у него это проходит. Ермахан, мне кажется, ждет, чтобы ты про него скажешь что-то хорошее. Вообще спецударки мне нравится, быстро двигается, не застаивается, не стоячий боец, подвижный, хорошо руки чувствует. Ударка у него отличная. Ты как в зал попал, Ермахан? Ну, я в зал попал с помощью гранта. Но это было где-то 2 либо 3 года назад. Дартим объявил грант. Типа они собирают со всех уголков Казахстана талантливых бойцов, набирают в команду. И там в заявке, если не ошибаюсь, около 147 человек было. И из них приглашены были около 40. Вот мы пришли туда, поспарринговались, и смотря на наши данные поспортивные, и по спаррингу нас приняли. Там мы должны были 9 месяцев жить в зале, питаться именно там, учиться и 2 раза тренироваться в день. И после конечного итога они обещали, типа, будете в команде тренироваться, плюс еще и они дадут нам именно вот этот вот трудоустройство, да. Ну, именно вот подходящее для спортсменов, скажем так. Потому что у нас утром и вечером тренировки. А если тренироваться 2 раза в день, ты практически работать не успеваешь. А там они вот это все как бы проанализировали, проверили и сделали так, чтобы каждому было свое дано, чтобы он тренировался, работал, и плюс еще и вечером также тренировался. И благодаря этому я сейчас утром тренируюсь, после обеда где-то работаю в Дартиме, как вы и сказали, там веду Инстаграм, показываю всем нашу команду, и также сам тоже тренируюсь. Сложный график?
Насчет работы или тренировок? Ну, совмещать работу с тренировкой. Ну, работа СММщика, это, ну, мне нравится это. Я когда уже приходил сюда, я даже не знал, что это работа. Вообще за это можно зарабатывать как-то. Я вот для Фаниля видео снимал, для себя. Я раньше даже, когда не был в команде, я вот как-то монтировал через кнопочные телефоны. Вот. Потом, когда сюда перешел, я уже узнал, что есть какой-то мобилография, СММ. Без телефона, без кнопок. Нет, об этом я уже знал. Вот это все, и через это кто-то зарабатывает большие деньги. Я думал, блин, круто, но себя я проявлять не хотел, но вот Айзагай увидел, что у меня есть к этому талант. И он меня предложил Лигу Назе. Вот я там около 7 месяцев проработал. Всем понравилось, но из-за того, что я не смог совмещать это все, и мне надо было чуть-чуть усугубляться в тренировке, и я оставил это. И перешел в Дартим. Ну, а сейчас у тебя получается, да? Или просто, знаешь... Да, ну, смотрите, в Найзе ты должен работать в офисе и ходить по разным странам, скажем так, и городам. А когда ты работаешь в Дартиме, я работаю в зале, сам тренируюсь, какие-то моменты снимаю в зале. Ну, вот это все уже работа и тренировка в одном месте. Вот это удобно. Вадим, вот у нас есть молодой работник, его зовут Олжас, и он, когда изучал твой Инстаграм, он заметил, что у тебя написано в описании сверху предприниматель, а внизу тренер. Вот и тоже хотел с тобой про это поговорить. Ты совмещаешь какую-то предпринимательскую деятельность и тренерскую, или просто написал предприниматель? Ну, понемногу двигаемся, да. То, что помогаем пацанам залы тоже открывать в Каскелене, тренировать, тоже делаем новых и бойцов, и новых учеников, и над этим тоже работаем, чтобы они тоже могли участвовать в профессиональных турнирах, зарабатывать. Там в Каскелене у меня как бы тоже своя команда, Noble Team есть, ее развиваем. Все-таки можно вот, знаешь, я вот очень от многих тренеров слышал, что это все-таки не работа, это призвание какое-то, и это не про деньги история. Ну, сказать, да, честно, много на тренерстве, да, не заработаешь, и да, это больше, как сказать, не как хобби, а то, что, да, и вправду призвание, ты кайфуешь от этого, когда твои ученики выигрывают, когда ты даешь тренировки и видишь плоды, видишь, что эта информация усваивается, что они это используют в бою, и они радуются, их родители радуются. Да. Ну, это и вправду больше такое призвание. Да. А вот ты тоже сказал, что есть там мысли о том, что можно и в ММА себя попробовать, в принципе, по профессионалам еще подвигаться, там, в K1, в тайском боксе. Работая тренером, ты можешь вот успевать самому тренироваться? Успеваю, но тяжелее, да. Особенно если у нас вот в Каскелене есть детские группы. После детских групп, когда их потренируешь, там морально вроде силы есть, но не можешь себя заставить уже тренироваться. Бывает такое. Но когда есть цель, думаю, нет препятствий, можно успевать пахать и там, и здесь. Цель на 2024 год или какая-то в обозримом или в необозримом будущем? Думаю, да, в этом году надо уже подраться. В ММА и в НАЗе? Ну, посмотрим предложения какие. Где будет лучше предложение, там и выступим. А нет такого, что первый борец вот тебя съест? Я думаю, именно в стойке побороться могу хорошо, а защиту, думаю, отработаю. Так что могу показать себя, мне кажется, со всех сторон хороший. У тебя какие планы по профессионалам? Ну, не знаю, когда этот подкаст выйдет, но... Через 4 года. Ну, скоро уже должны быть хорошие новости. Мы все уже согласовали. Сейчас уже ждем ответа, скажем так. Но пусть в первую очередь Лига сама анонсирует, и потом уже, думаю, я сам скажу. У тебя на Топол уже 1-0, да? Да. Ну, это уже турнир такой был, селекшн для отбора. Ну, и ты видишь себя тоже будущее как профессионального бойца, или наоборот, вот, тебе сейчас понравился СММ, и хочешь в этом... СММ — это чисто, чтобы просто на карманные расходы, на питание, витамины, то все. А в основном я вижу себя, да, профессиональным бойцом. Тренируюсь для этого и готовлюсь. Вот уже где-то больше 10 лет, наверное, уже тренируюсь ради этого. Вадим, вот как человеку более старшего поколения, чем Ермахан,
Смотри, вот есть такая тоже история, что бойцы сейчас не хотят там драться за маленькие гонорары, и в итоге там у многих вообще по нулям там рекордов, все же тоже хотят какие-то там со старта получать большие деньги. Вот человек, который в любительском спорте, да, много выступал, там же тоже не особо платили. Ну да. Какое вот твое тоже отношение? И, не знаю, ты же тоже такое слышишь, там, типа, ой, здесь типа слишком мало предлагаю, там, я здесь драться не буду. Вот что об этом думаешь? Ну, в любительском спорте это больше опыт для профессиональной карьеры. Но если ты хорошо себя показал в любительском спорте, если там ты чемпион там, Европы, мира, то, я думаю, ты можешь уже просить больше. Потому что ты знаешь, на что ты способен, что ты можешь показать яркие бои. А для тех, кто еще, более-менее, так сказать, в любительском, но он еще там не супер чемпион, то им желательно начинать там с маленьких гонораров и набирать свой рекорд, чтобы показать себя с лучшей стороны и опыт набрать. Мгм. Ну, любительский спорт это типа как твоя гарантия, доказательство, что ты не пришел с улицы, да? Допустим, хочешь подраться где-то и показываешь свои, скажем так, заслуги, и они видят это, и типа это уже какое-то доверие. Видеть, что ты можешь кое-что делать. И могут дать тебе тоже хорошие соперники, хорошие поединки, что ты можешь организовать. И насчет гонорара. Там в основном же все зависит не только от гонорара. Там от медийки тоже зависит, все, что от спортсменов. Допустим, если ты дерешься в какой-то лиге и там зарабатываешь мало, но если у тебя медийка хорошо прокачивается в этой лиге, то это уже хорошо. Потому что ты уже можешь зарабатывать и из других рекламных, скажем так, контрактов. И совокупно это получается хорошие деньги. А ты сейчас, кстати, над своими соцсетями работаешь, вот когда ты понял, что СММ? Ну, да. Ну, у меня хороший там Инстаграм-аккаунт, но я не выкладываю все каждый день по одному посту. Но в основном хочу выкладывать чисто события. Сходил куда-то, выполнил кое-что, или где-то какую-то заслугу сделал. Вот именно вот такие моменты выкладываю. А какую-нибудь рекламу уже продавал у себя? Ну, рекламу еще не продавал, но друзья иногда говорят, типа, какой-то у них свой бизнес, малый такой, кто-то что-то продает, просто вот сделай репост, выложи себе сторис, пожалуйста, вот такой, прорекламируй, покомментируй. Вот такие были, но что рекламный контракт такого еще не было. 1-0, кому это интересно. Окей. Будет Инстаграм твой где-то на экране нарисован. Вот здесь. Да, и можно будет писать тебе. Ну, Если есть... пока, думаю, никто не напишет еще. Скоро еще и бой же на Незе. Вдруг на Вот, спине татуировку после этого сделаешь. поединка, думаю, можно будет подумать об этом. Окей. Вадим, следующий соперник Асу — это Сиджей Вергара, парень, который все свои бои, в принципе, проводит в стойке в основном. Ты уже бои его смотрел, и был какая-то тоже там от тебя аналитика, просто он, в принципе, ударник, и, наверное, от ударника, да, должны быть какое-то там аналитическое заключение. Но он и ударник, и крепыш по себе. Вот, тоже бои посмотрел, он и борется неплохо. Так что, нам хорошо то, что он такой невысокого роста. Так что Асу может и красоту в стойке показать с таким бойцом. Например, тот первый соперник, он был такой опасный в стойке. С ним первый раунд нежелательно было рубиться там, обмениваться в ударах. И наша задача была его загрузить, и потом уже во втором раунде смело уже можно было и в стойке работать. А с этим бойцом, мне кажется, можно и в первом раунде уже огрызаться с ним, поработать и там также перевести его и там уже в партере доработать. А как вот выглядит твой просмотр боя там, для АСУ? Ты с каким-то блокнотом сидишь и с ручкой там выписываешь что-то? Сколько ты раз вообще смотрел бои Вергара? Или так один раз посмотрел? Его боев, к сожалению, очень мало я нашел. Но я не записывал, просто я посмотрел уже, запомнил. Там боев немного, и дерется он похоже во всех боях. Там понятно, над чем работать. А будет что-то такое, что ты, например, там, не знаю, Ермахану или кому-то другому скажешь, там, кто в 57 выступает, там, ты должен там поменять стойку, там, на спаррингах с Асу и чисто работать вот. Да, бывают такие, когда то, что да, соперник с левша, но нужно обязательно больше работать с левшой, чтобы привыкать работать с левшой. Ну, а кто вот будет имитировать у вас в зале сейчас Вергару? Вергару. Ермахан смело, он левша, он хорошо может отрабатывать. Булат тоже может смело. Те, кто весовой
с АСУ, они, мне кажется, здесь в нашем зале Дартим, они более все начинают универсально работать, потому что тоже учу сейчас пацанов в обоих стойках работать. Так что я думаю, вся команда Дартим может помочь в этом. Ну, у Булата это хорошо получается. Вот последний бой с Узбековым вы видели? Вот он в левой стойке работал и в правой стойке. Но я с ним каждый день тренируюсь, но я этого не замечал ни разу. Вот когда уже за клеткой мы болели за него вместе с АСУ, мы смотрели, я такой смотрю, удивляюсь, он тут стоит в правой стойке, резко стойку меняет и задним панчем его так ранил, один раз уронил. И после боя я ему подхожу, говорю, откуда у тебя такие навыки левосторонней стойки? Ты же вообще так не работаешь. Он говорит, я всегда так работал, говорит. Ну, со мной же не работал, он говорит, да работал, ты просто не замечал, говорит, пропустил, забыл сразу. Много пропускал этим. Ну, у каждого свои навыки, у каждого можно кое-чему научиться. Там вот все бойцы, но у них всех разные стили. Булат, допустим, хорош, когда с ним тренируешься, вот критические моменты. Допустим, когда он сейчас со спины или в маунте сидит, он милосердие не проявляет. Ты лежишь, некоторые бывают же просто так тук-тук и встал. А у него такого нет. Ты сам должен встать, но он для этого тебя сильно бьет. Но когда этот сильный удар попадает, ты уже не хочешь там просто так лежать. Он и об этом говорит, и от этого ты хочешь встать. А АСУ хорош в плане IQ. Вот я с ним поработаю, допустим, раунда 2. После раунда он обязательно подходит, говорит, вот в этом моменте ты мог бы сделать вот так, либо какие-то моменты ты должен был отходить, и либо свои коронные удары, допустим, скрывать хотя бы 2 минуты. Первые 2 минуты надо подвигаться, посмотреть вот это все. А Жаханша Баглан, вот у него очень крепкие удары. Еще у него вот этот клинч. Даже если у него такие 2 мизинца вот так соединится, все, ты улетаешь уже. Вот эти моменты, они у каждого свой индивидуальный подход ко мне. Они все помогают, учат. Я вот не знаю, встречался ты с таким или нет в зале. Я просто, когда сам тренировался, в свою бытность видел тоже такое, что, например, тренер по ударке начинает что-то борцам объяснять, и они говорят, типа, нафиг это надо? Ну, и у меня там проход пройдет условно. Вот ты с таким встречался вообще в Дартиме или в Дартиме? Как-то более уважительно все? Ну, может, первое время, да, чуть-чуть было, что этот, как сказать, во время тренировки, когда именно во время спаррингов им что-то подсказывал, а они этот. Только вот, ну, мне понравилось, что Тима слушал хорошо. А многие бойцы, да, они уже, потому что уже давно в своем виде, и им было тяжело перестроиться, да, они, бывало, не слушали это. Уже как у них прет, так они шли. А потом уже со временем они когда больше начинают ударку отрабатывать, и уже начинают лучше слушать, уже понимают, о чем я им говорю. А как вот с этим работать? Оттачивать, это потому что, ну, это больше надо на спаррингах оттачивать, больше на грушах, там, на снарядах, чтобы у них они потом смогли это в спаррингах применять. А то они, ну, привыкли к своей работе, а тут ты им что-то другое говоришь, для них это тяжело еще первое время. Что-то было тоже вот в бою Шавката или там, в бою АСУ, когда ты видел, вот, типа, это я научил мою наработку? Ну, Шавкат, мне понравилось, что он клинч хорошо применял. У АСУ то, что он хорошо слушал, именно у него навыки все хорошие есть, их дальше оттачиваем. На тайским боксом есть чем работать, просто он еще пока опасается. Он умеет уже много чего делать, но он пока не хочет рисковать на таком уровне. Он умеет клинчевать, но он пытается его пока избегать. Вот то, что у него хорошо наработано, он это делает. Ну и я знаю его плюсы и его сильные стороны, и правильно их во время боя распределяем, говорим, что здесь лучше там чуть оттянись, там где-то напади, где-то зайди в ноги. Там готовит удар соперник, чтобы был осторожен. Ермахан, а вот, АСУ, очевидно, у вас сейчас такой локомотив в 57. Кто номер 2 у вас в 57? Номер 2? Блин, сложный вопрос. Но если по фактам, если посмотреть, то вторым 57, наверное, идет Булат Заманбеков. У него 6 побед, все досрочные. И все с сабмишинами, допустим, да? Потом Баглан Жаханша, у него рекорд 5-0, очень хороший. Хазбек, он 53, но в 57 у него 3 боя, да, если не ошибаюсь. Он идет. Кто еще у нас еще есть? Все, вроде бы вот они.
А ты не Я общался? прям сам внизу. А сам не- Да. Мне еще Он до догонит. них расти надо. Догонит. Ну, я быстро бегаю. Пахарь, да. А ты тоже вот по поводу пахарства, ты понял секрет все-таки, там, не знаю, чемпионский, вот знаешь, там, работы там с бойцами калибра там Шавката, ты понял, в чем все-таки там секрет какой-то? Вот как тренер, должно быть типа дано и надо пахать, или просто надо пахать, или просто должно быть дано, вот как? Дисциплина, в первую очередь. Дисциплина. Потому что можно жестко пахать, но неправильно восстанавливаться, и то, что ты пашешь, оно только в минус уйдет, потому что ты расходуешь запасные силы, которые ты должен в бою, да, применить. Ну, вовремя спать. Самое важное, мне кажется, это хороший сон и правильный подход к тренировкам, чувствовать свое тело. Если правильная дисциплина, правильный режим и прислушивание к тренеру, потому что тренер со стороны видит, над чем работать. Если боец правильно слушает и начинает это пытаться применять в спаррингах, чтобы потом уже это в бою выходило легче, тогда вот в этом и успех. Мгм. Ты режимишь, кстати? Да, постоянно. У нас утром тренировки, в 10 заканчивается. Поел, до 3 поспал, проснулся, опять потренировался. Вечером, кстати, я раз в день тоже тренирую по вторникам. Детишка? Любительскую команду. Вот их потренировал, пошел, поел, в телефоне где-то часа 2, потом спать. А вас, кстати, проверяют? Ну, у вас же общежитие, правильно, в Дартиме есть такое, что кто-то проверяет, что вы там спите или нет? Ну, там везде установлены камеры, вот именно в этом офисе. За всеми наблюдают, смотрят. Но пока что никаких вот претензий к нам не было. Все тихо. Мгм. Все приличные ребята. Да. Иногда Там в бывает. основном, как вам сказать, это же раньше строили ради грантников же. Потом с грантников там сколько максимум? 4-5 нас осталось. И после этого уже начали запускать бойцов, которые уже готовятся к поединку. За месяца-два, там за месяц они приходят своими вещами, там уже соблюдают режим, питание, потому что разные, может, ситуации. Допустим, опоздал на автобус, пропустил автобус, там тренировку опоздал, вот это все. Чтобы этого всего не было, они приходят за месяц, вместе с нами живут, утром просыпаются, выходят на тренировку, обратно возвращаются. И также вот где-то около месяца-два также живут с нами, и после боя они обратно возвращаются домой. Вот такая система там. Мгм. А вот как ты смог, не знаю, вот, потушить, да, вот этот огонь желания, да, выступать? Просто ты взял бронзу, я правильно понимаю, и потом стал тренером, или как? Ну, я еще выступал, после чемпионата мира я перешел на проф-карьеру. Если честно, мог еще дальше по любителям драться, то, что я, как бы сказать, и на зарплате сидел от государства, и успехи хорошие были, но такой секрет раскрою. Получается, меня дисквалифицировали на 4 года за мелдронат, который, грубо говоря, я вообще толком раньше никогда такое не пил, не ел. Был у нас чемпионат Казахстана, и когда к нему готовились упорно, Намик со мной был Башир, и у него сердце начало прихватывать у Намика, потому что сильные нагрузки, и он, так сказать, я сказал ему, сходи к врачу, пусть он там скажет, что надо, что пропишет. И он ему мелдронат прописал. И они, получается, на пару с Баширом пили мелдронат для восстановления. И когда мы уже приехали на чемпионат Казахстана, там подрались, где-то первый-второй бой подрался, и у меня самого тоже почему-то сердце закололо. Я говорю, что-то сердце закололо. И Башир говорит, на, выпей, хорошо помогает. Я такой подумал, ладно, одну выпил, потом в финале подрался, и тут нас после финальных боев на допинг-контроль. Всегда же так, или это первый раз? Именно Финал всегда же? именно на Казахстане раньше такого по Казахстану допинг-контроль вообще редко было. Вот именно с 2018 года начались каждый год на Казахстан. Первые три места же проверяют. Первое-второе место финалистов проверяют на допинг-контроле. И я такой думал, одну таблетку съел, может, не покажет. Никогда этого не пил. И она вылезла. И, как сказать, нам толком ничего не сказали, чтобы мы там предоставили там какие-то оправдания или еще что-то, что
может повторную там пробу сдать, еще что-то нас просто на 4 года дисквалифицировали, как будто мы там, не знаю, явные химики были. Хотя мелдронат, ну, он же раньше считался такой безобидным средством, и многие, так сказать, даже детям прокалывали раньше. Для тех, кто, например, в интернате живут, Да, мелдронат вся сборная, до прокалывали. запрета, я знаю, вся сборная же Да. делала на нем. Ну и вообще считался хорошим таким лекарством. Ну, средство. Вроде Вот, особо после этого, как бы сказать, дисквалифицировали, и я ушел в проф-карьеру. Мгм. В Арсенал начал драться. А сложно найти вообще сейчас вот, ну, профбойцу ММА я тоже понимаю, что достаточно просто себе бой найти, потому что каждую неделю, даже в Казахстане, вот на казахстанских турнирах, каждую неделю что-то проходит, там, либо Алаш Прайд, либо Найза, либо Октагон, либо там Намат, либо, не знаю, что там еще есть еще там поп ММА какие-то, Да, да. мощные. Но вот по поводу там профессионального кикбоксинга и тайского бокса, что вообще, кто проводит это? Каиму это, да, очень тяжело в Казахстане, в Европе более-менее с этим. В Китае сейчас начали вот турниры проводить хорошо. Потому что до этого тоже хорошо проводили турниры, но потом вот эта граница закрылась, там еще что-то, сложности всякие. Сейчас более-менее проводят, но в Казахстане, да, редко. Мало, потому что, не знаю, наверное, таких любителей посмотреть. Потому что ММА более, да, у нас более знаменитый, более медийный, популярный. Просто как И- ты находил вот эти бои? Ну, сам не находил, мне предлагали, то, что, ну, знали, что я хорошо выступаю, и хорошие такие... Я любил драться, не просто поиграть там или этот, а именно, если я выступал, я шел, так сказать, вот так, до конца и пытался, ну, зрелищные бои показывать, рубку устраивать. Мне нравятся именно такие бои самому, чтобы явно выигрывать, не просто там на 2-3 очка переиграть соперника. Мгм. Сейчас же есть вот тоже от Топ-Дога, по-моему, Рейдж, может быть, ты видел? Профессиональный кикбоксинг. Слышал, но еще не видел их бои даже. Вот, может быть, туда попробуйте. Можно. А, кстати, о, Да. о кулачке что думаешь? А кулачки? Ну, если честно, не сильно нравится кулачка, да. Такая более травмоопасная. Долго восстанавливаться после такого. Ну, желания не было попробовать. Если честно, нет, не было желания кулачки пробовать. Мгм. Просто говоришь, Потому что, ну, я люблю чувствовать, совмещать люблю руки, ноги, там, локти, колени. И в этом, ну, мое преимущество, то, что совмещаю руки и ноги. Часто, когда чисто одними руками уже не та работа. Мгм. Ермахан, что думаешь по допингу? Вот смотри, СНГ, все, ни в одной из лиг нету никаких допинг-контролев. Есть UFC, в котором действительно проверяют там еще и внепланово. У них сейчас, Часто. походу, поменялся, да? Да, но все равно будет примерно такая же, я так понимаю, инструкция. Будет просто не USADA, а другая компания осуществлять проверки. Есть там Bellator, где чуть поменьше, ну, практически не проверяют, но в любом случае есть Bellator. PFL, где проверяют финалистов. Вот что ты думаешь, надо вообще как-то повсеместно вводить это в СНГ или пусть будет как будет? Ну, желательно, чтобы ввели, но, походу, смотря то, что делает UFC, это, походу, очень дорого обходится. И смотря это по финансам, UFC это уже как бы бренд, бизнес. У них деньги крутятся, и у них там финансы на это тратить не жалко. А остальных лиг, если посмотреть, они просто не зарабатывают, я думаю, с того, что они проводят турниры. И плюс еще какие-то допинг-контроли делать. Они плюс из-за этого потеряют очень много денег. И плюс проверки, допустим, зачем ему проверять какого-то бойца, у которого рекорд 3-0, допустим. Он может же завтра проиграть, либо завершить карьеру сразу же. Вот смотря с этой точки зрения, это как бы невыгодно. Допустим, да, хотя бы даже брать ACA. Очень крупная лига, 3-е место, если не ошибаюсь. Но они даже, вот их президент даже говорил, что проводя турниры, они эти деньги так бы обратно не обрабатываются. Ну и зрелищность боев. Они, может, даже некоторые лиги даже и поддерживают допинг. Может быть и такое. Потому что на допинге многие показывают зрелищные бои, и их лига более раскручивается на это. А просто, не знаю, вот вопрос какой-то честности. Если бы были бы условно, ну или бы проверки стоили дешевле намного, стоило бы их как-то повсеместно в спорте вводить или Да. не надо? Просто же вот, ну, контраргумент, да, многих профессиональных бойцов, они говорят, что
Просто восстановиться после вот таких там тяжелых и весогонок, и тяжелых травм намного проще там на каком-то, не знаю, гормоне роста, еще чем-то. Мгм. Вот, но при этом ты примешь, а у тебя там пикограммы останутся еще потом надолго. Вот, стоит как-то все-таки разрешить спортсменам допинг? Что думаете? Ну, смотря какой, который не будет вреден для здоровья. Например, тот же гормон роста, он не считается прям допингом. Он это для восстановления, это то, что может профессиональным спортсменам нужно, чтобы они восстанавливались после реально таких изнурительных тренировок, там, травм. Им необходимо такое. А, конечно, вот, чтобы они там тестостерон кололи, там еще лишний, там, ну, много лишней химии, которая она садит и сердце, и печень, которая много побочек. Ее нежелательно. Да. Вот, ну и, да, это ненужное преимущество. Ты что думаешь? Ну, я согласен с тренером. Там это, скажем так, там нужно подходить к этому более профессионально, наверное. Я думаю, пока не стоит никому это делать. Если, не знаю даже, почему применять его пока. Ты не пробовал? Пока нет. Пока, да. Не, просто я вот тоже про это думаю, что, в принципе, если ты знаешь, наверное, что... Вот вы сами как думаете, это было бы выгодно, допустим, Лиге Нейзы сделать, допустим, допинг-тест? Нет, и опять же, если все упирается в финансы, конечно, невыгодно. Ну, Если финансовый вопрос бы так не стоял, просто мне кажется, что там у ICA так точно не стоит финансовый вопрос. Если ты можешь там платить, в принципе, каждому бойцу за досрочку бонус $5000, вот, и 50 тысяч там за лучший бой вечера, то, в принципе, у тебя точно должны быть финансы еще и на допинг-контроль. Вот, но, действительно, ну, мне кажется, лига AC бы точно преобразилась бы после введения. ну вы просто сравните там М. Алибагова, да, с Чарльзом Оливери, допустим. Видите, там какая физика вообще, там, как Пауло Коста он выходит на бой. И с каждым раундом у него все мышцы растут и растут только. Там уже видно уже все. А как вообще вот в тайском боксе, ну, в ММА понятно, все знают там, как примерно дела с допингом обстоят. Вообще в тайском боксе, в профессиональном, как ты считаешь, много ребят? Просто я так понимаю, что там же там супер большая какая-то мышечная масса. Не очень Да, нужна. Не нужна, да. В тайском боксе редко те, кто, например, от незнания, может, там, хотят что-то, какие-то себе или там или добавить, да, выносливой силы, может, они пробуют. Ну, а так в основном, да, мало сколько допинг-контроля проходит у нас в Казахстане. Очень редко кто попадался на допинг-контроль. Мгм. Просто, ну, а сила в тайском боксе, вот насколько тоже важный параметр какой-то. Важно, особенно, ну, физика очень клинче, да? решает, да, в клинче, потому что за счет клинча, если ты хорошо загрузил соперника, он потом он в ударке уже сильно отстает. Ну, и я, например, по своему опыту так и пользовался. Если соперник очень быстрый в ударке, я пытался его в клинче загрузить с первого, прям хорошенько его загружу в клинче, повешу на нем там, колено накидаю ему, дыхалку собью, и потом уже в стойке сам перебиваю его. А если бывает, наоборот, физически очень сильный такой соперник, то пытаюсь хитростью брать, не подпускать к клинчу в стойке и разбивать его. Есть какой-то любимый, не знаю, в UFC боец, вот тоже представитель ударки, вот, может быть, выходит из тайского бокса. Сейчас просто там, в принципе, сверкает Перейра, который там забрал уже там 2 титула в среднем там и в полутяжелом весе. Он тоже такой яркий боец Глории, там, с российскими там топами дрался. Вот. Но есть у тебя кто-то, не знаю, любимый? Ну, Перейра, стиль его мне очень нравится. Он такой чуть-чуть не тот стиль мне нравится. Вот Адесanya, он более хороший как ударник. В ММА он больше мне нравится. И сейчас новый русский боец вышел. Шарабулит? Шарабулит. Вот то, что да, он тоже с тайского бокса. Интересно будет над ним посмотреть, но смотря его последний бой, видно, что плохая защита от борьбы очень. Что если хороший борец попадется, мне кажется, не знаю, сможет ли он поработать так, как он в этом бою поработал. Надо ему еще работать над защитой, над борьбой. И еще один россиянин, вот молодой, он Копылов, уже наверное? такой кудряшка, как его зовут? Копылов, да, Роман Копылов, Копылов. Да, вот Ну, и ножки очень хорошие. понравился. Но он, кстати, реально же не таец, он рукопашник. Он вообще. рукопашник, да, но как ударник четко чувствует. Мне кажется, он, так сказать, будущая звезда UFC, очень думающий, бьет хорошо. Ну, у него вот, да, именно с бойцовской частью нет проблем, у него есть с медийной частью проблемы, что такой молчаливый, спокойный очень парень.
супер тихоня. Но его вот этот вот удар в печень с ноги, походу, попал вот это, да, в топы Мгм. нокаутов 23-го года. Что-то такое я видел. Да, ну он, в принципе, и в Fight Nights тоже там всех уверенно вырубал. Ну, это не знаю. Хорошо хайкик подготавливает. Такой думающий боец. Мгм. А вот если говорить про каких-то, не знаю, знаешь, олдскульных там бойцов, K1, там, Динамит, или вот таких, Dream, есть кто-то у тебя любимый, не знаю, вот тоже ударник? Ну, из старых мне нравился хорват Крокоп? Мирко Крокоп. Да. Вот, нравился его стиль тоже, левша. Хорошо подготавливался. Он единственный, кто хороший бой дал Федору Емельяненко, так сказать, в их... Нугуэра тоже тогда, кстати, у него был с Нугуэрой бой у Федора м, более-менее равный, и с Крокопом. кругом. Ну, вот мне понравился именно вот этот. Они тогда оба были на пике в своей форме. Это, мне кажется, один из лучших боев был того времени. Мгм. Прокоп и Федор. Ну, мне Федор понравился, то, что он в стойке тоже перебивал. Мне, как сказать, и нравится, и тоже, как сказать, ну, считаю и глупостью, что Федор часто бывает дерется, например, если соперник боксер, он пытается его по боксу выиграть. Если соперник там борец, он его пытается по борьбе выиграть. Как бы и вижу, что это как бы, ну, такое хорошее мужское как бы качество, но и есть и в этом глупость, что лучше ты примени свою сильную сторону, а не лезь в его сильную сторону. Ну, у Федора, мне кажется, просто фишка была как раз в том, что он один из первых универсалом был. Да. Просто вот в то время универсалов прям совсем был там по пальцам Мгм. на руки посчитать. Действительно были либо там ярко выраженные борцы, либо ярко выраженные ударники, либо чисто джитсеры там, либо вольники. А он такой умел и то, и другое, поэтому Да. во всем пробовался. Слушай, а ты с какого момента начал следить за ММА? Мы, ну, наверное, еще со школы. Но тогда и редко было, да, мало где было посмотреть. А вот К1, мне кажется, тот момент, когда я учился в школе, был более распространенный, так сказать. Больше об этом говорили раньше. Там вот такой бой был, там этот подрался. Там. Ну, и за тайским боксом смотрели, у нас звезда этот был, Буакав, Банча Мэнг, Промок, вот. Его бои смотрели раньше. Он же недавно тоже дрался. Бокав, там были custom rules, ну, смешанные правила. Мгм. Голые кулаки, и тайский бокс, ну, типа бирманского бокса у него был. Мгм. Не смотрел? С чаем, да, Да, кажется, да, да, дрался? да. Ну, там они друг друга немножко жалели, потому что они как-никак друзья. Но и там и Сичай не раскрылся, и сам Буакав не раскрылся. Потому что он такой более же характерный, он любит именно позарубаться, на силу поработать. А Сичай, он такой более IQ хорошо работает, он переигрывает и знает, каким ударом тоже вовремя нокаутировать. Там они так немножко друг друга жалели. А ты пытался когда-нибудь... Ты в Таиланде был? Да. Ты пытался срубить ногой эту пальму? Ой, не пальму, бамбук. Или что там срубает, пальму? Нет, не пытался срубать, но он на дереве набивал ноги, да. Насколько важное вообще упражнение? Ну, если ты часто дерешься именно в таких видах, где тайский бокс, К1, это очень важно. Потому что там 2-3 удара неправильно попал, ноги опухают, если они у тебя не набиты. И уже ты не можешь нормально пнуть. А если ты хорошо набиваешь ноги, ты уже смело ставишь блоки, смело пинаешь. Уже меньше травм. Травма будет, все равно там прям суперски ты ноги никак не сможешь набить, потому что когда голень в голень попадает, будет травма, но уже меньше последствий. А в дартиме вот как ребят с набивками? Или вообще вот для ММАшников тоже это лишнее упражнение? Не лишнее. Мне кажется, наоборот, нужно. На снарядах сейчас, для набивки ног, мне кажется, сейчас больше надо на снарядах работать. Над этим вот потихоньку начинаем мы сейчас работать они. Потому что у многих все равно чувствую еще нежные ноги, когда они пинают, там после каждого боя многие хромают, потом ходят. У тебя, Ермахан, ноги нежные? Очень. Ну, я более двигающий боец, с ногами редко работаю. Но когда надо, они тоже действуются. Но набивать я его не люблю вообще. Вот это. А у тебя детская группа, вот ты рассказал, это именно тайский, да, бокс? Тайский бокс, но мы сейчас пытаемся их более тоже универсально тренировать, чтобы они в будущем могли в ММА выступать, в рукопашке, в смешанных единоборствах. Ну, а вы борьбу преподаете или? Тоже, да, нет, тренировки делаем над борьбой, над грэпплингом.
Ну, в основном акцент, конечно, у нас, да, на ударку. А борьбу ты ведешь или? Ну, я там что могу показываю, но у нас еще, да, тренер Башир, он больше разбирается в борьбе. А ты сейчас, когда тебя вот приводят там в партер, насколько себя комфортно чувствуешь? Ну, пока не очень комфортно. Ну, за счет того, что вот я, не знаю, такой настырный, упорный, ну и более-менее гибкий, я нахожу выходы. Это как бы спасает. У меня отец сам был вольным борцом. Он был чемпионом по вольной борьбе среди советских войск. Ну, и как-то, не знаю, от него передалось, хотя он ничего таким не учил, но именно вот это вот чувство в стойке борьбы, там, вылазить, выкручиваться, есть, так сказать, навыки. Странно, что тогда тебя в тайский отдал. Он не отдал, я сам захотел, мой одноклассник как-то пришел. Я тогда, ну, с детства любил фильмы Ван Дамма, да, там, смотрел, пинал. И одноклассник, он занимался уже тайским боксом, и как-то видел, что я очень хорошо ногами пинаю, говорит, у тебя хорошо получится, пошли со мной тренироваться. И я туда пришел и месяц потренировался. И там был открытый чемпионат города Алматы, как чемпионат Казахстана. Там со всей страны приехали. И тренер сказал, ну, поедем. И говорит, ну, ты рано тебе еще. Ты 1 месяц только занимаешься, тебе еще рано. Можешь просто посмотреть. Я говорю, не, тренер, давайте, я хочу участвовать. Он говорит, ну, если что, короче, полотенце кину, если там, если будешь проигрывать, да. А я там 3 боя досрочно закончил. И, ну, дрался как колхозник, там, на ура, руки, ноги, там. Выносливость после футбола, мне кажется. Еще до этого занимался футболом, до тайского бокса. И футбол мне очень... Потому что я не просто там бегал, я любил прям, если играть, то до талого. И выносливость потянулась на футболе. И потом на тайском боксе это, ну, хороший сильный удар, ног выложилось. Нам режиссер трансляции показывает, что у нас заканчивается время. Да, надо заканчивать. Только разговорились, да? Да. Окей. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. Да, приходите почаще. Я вообще надеюсь, что ты поедешь, Вадим, САСУ и еще нам расскажешь каких-то много интересных историй из Америки. Буду рад, если будет такая возможность. Да. А ты тоже, Ермахан, либо едь, либо передай как-то Вадиму телефон, чтобы он записывал тебе какой-то влог там. Ну, это уже у них связано, все сделается, да, без проблем. Все будет. Друзья, вы подписаны на социальные сети Вадима и Ермахана. Они появятся где-то у нас на экране. Не знаю, с какой стороны. Также подписывайтесь на социальные сети Найзы. Это и наш Инстаграм, и наш ТикТок, и наш YouTube-канал. Пишите в комментариях, как вам этот подкаст. Пишите в комментариях, кого хотите увидеть в следующих. Спасибо вам большое. Всем пока.